Доброго времени суток, дорогие мои телезрители! С вами в программе я, Марьям Бахаева, и сегодня мы находимся в Министерстве молодежи Чеченской Республики, чтобы рассказать вам о деятельности молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат». Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым уделяется много внимания молодежной политике. Особый акцент делается на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В 2012 году в нашей республике было основано молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат». Сегодня мы поговорим и узнаем о целях и задачах данного движения с ее сотрудницей Иман Зайпулаевой. Молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» было создано в 2012 году. Какова была цель создания данного движения? Наша организация, то есть молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат», было создано по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова в 2012 году. И основными целями было это продолжение пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, духовно-нравственное и патриотическое воспитание и реализация государственной молодежной политики в Чеченской Республике. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста можно вступить в ряды активистов молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат» и что для этого необходимо? В ряды движения «Ахмат» можно вступить уже после окончания школы, то есть 18 лет. До окончания можно состоять в рядах юных кадыровцев, организации «Юные кадыровцы». Что необходимо для вступления в организацию, это работать в филиалах организации, проявлять инициативу, будучи в резерве кадровом организации, ну и желание работать в самой организации. А какие задачи сейчас в приоритете у вашей организации? В приоритете у организации основные задачи, по большей части, это продолжение пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, реализация государственной молодежной политики, реализация направлений организации. У нас есть 14 направлений, в соответствии с которыми мы выполняем план работы, и реализация проектной деятельности, то есть те проекты, которые мы разрабатываем, выигрываем гранты. Мы специализируемся на работе по проектной части, по большей части разработка социальных проектов. И за период 2022 года организация выиграна на общую сумму около 5 миллионов гранты. За период первого полугодия 2023 года около 3 миллионов грантов. За период с 2021 по 2023 год около 9 миллионов получается. Вот это и есть основная цель и задача нашей организации. Еще один вопрос касается того, что большинство молодых людей ждут, что их возьмут за руку и поведут совершать какие-то полезные дела. На ваш взгляд, как может заинтересовать молодежь, чтобы от них исходила инициатива и желание помогать людям? Вы знаете, я тоже была из числа людей, которые думали, что меня кто-то возьмет за руку и поведет, но меня по большей части мотивировало то, как я видела, то, что ребята работают, то, что ребята умеют добиваться чего-то. То есть общественная деятельность — это действительно отличная площадка для самореализации. Я брала пример с тех людей, которые, начиная с общественной деятельности, доросли до каких-то вышепоставленных должностей нашей республики. Такие люди, как уполномоченный по правам человека Салтаев Мансур Мусаевич, Дудаев Ахмед Махмудович, министр внешних связей, национальной политики, информации и печати. Как вы считаете, какие качества характера необходимы в первую очередь, чтобы быть лидером? В первую очередь человек должен быть целеустремленным, человек должен обладать навыками менеджера, то есть он должен по большей части, даже некоторые части, быть психологом, понимать человека, знать, как работать с большим коллективом. Лидер — это не исходит от человека просто так. Для призвания лидера нужно огромный опыт работы. То есть целеустремленность, правильность в своей работе, понимание происходящего, умение выходить из сложных ситуаций. Это все по накладной идет и составляет из человека лидера. С какими проблемами или вопросами вам приходилось или по сей день приходится сталкиваться, будучи сотрудником общественного движения? С проблемами, скорее всего, это форс-мажорные ситуации, которые происходили у нас на крупных мероприятиях. В основном проблем
повседневной работе у нас не возникает, потому что у нас есть целая команда, которая тебе придет на помощь в любой момент. А вот эти вот моменты, которые происходили на важных мероприятиях, это действительно были проблемы, которые учили меня и каждого из нас быть намного умнее и получать полезный опыт из этих проблем. Что вы пожелали бы ребятам, которые только вступили в большую семью молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат»? И я бы пожелала быть инициативным, то есть это отличная площадка для самореализации каждого молодого человека. И инициатива — это то, что он сейчас может получить от этой организации. То есть, проявив себя, он может повлиять на свое будущее, на свою репутацию и на себя как личность. Благодарю вас за то, что уделили нам время и решили рассказать о деятельности вашей организации Делрецхел.